Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Разрешите продолжить книгу Хазрата Мустамли аль-Бухори «Шара тарауф ли мазхаба тасаввуф». Касе ки ба ҷуз Худо умед бандад, Худоро таҳқир кардааст, ва касе ки аз ҷуз аз Худо битарсад, бар Худо аҳонат кардааст. Касе ки ба ҷуз Худо такя дорад, Худоро сабук гирифтааст. ва касе ки аз ҳаваси худ пайравӣ кунад, аз Худо баргашта бошад. Худову ҳавас якҷо набошанд. Тот человек, который кроме Бога надеется на кого-то и на чего-то, этот человек принижает достоинство Бога. Тот человек, который боится кого-то, кроме Бога, Бога не боится, другого боится, тот считает, что тот человек не познал Бога. Тот человек, который полагается на кого-либо, кроме Бога, тот считает Бога, значение Бога маленьким, что он не способен, чтобы на него полагаться, то есть силу его. И тот человек, который следует своим страстям, тот отвернулся от Бога, потому что следование страстям и следование на пути к Богу находится в противоположном направлении. Путь к Богу и путь к желаниям, страстям, который ведет к мирскому, находится в противоположном направлении. туро бар бандагони ман чирагӣ набошад ва шайтон гуфт ман ҳамагон эшонро гумроҳ хоҳам кард. Аллах субҳанаҳу ва таоло, шайтан говорит, что я всех их сделаю невежественными, обману их, поведу их по ложным путям. И Аллах субханаху ва та'аля говорит: «Илля ибада салихина». Ты не можешь вывести из прямого пути тех, которые искренне уверовали в меня. Ибада салихина, то есть у верующих, которые искренне, их шайтан не может сбить. Шайтан может сбить мунафика, у того человека, которого иман нету, света имана нету, кафиров и так далее, он может спокойно сбивать их. Но те, которые искренне уверовали в Аллаха субхану ва та'аля и полагаются на Него должным образом, их Аллах субхану ва та'аля говорит нам в Коране, что Он не сможет сбивать их. Поэтому всех остальных Он отдал шайтану, кроме искренне уверующих. ҳеҷ касе дар осмону замин нест, магар он ки бандагона ба сӯи Худо хоҳад омад. На земле и на небесах нету ни одного творения, которое возвратится к Богу в качестве раба, униженного, опущенного. Любой человек, властимущий, царь, богатый, кто бы ни был, из джиннов или людей, мы все возвращаемся как рабы перед Богом в день воскрешения. Все будут в качестве рабов. ҳар кадом аз эшон бигӯяд ман худоям, на ӯ, ва мо вайро ба ҷаҳаннам мефиристем. Тот человек, который себя говорит, что я Бог, например, Фир'аун, Намруд, они настолько были самоуверены, настолько были обмануты, что возомнили себя Богом, и все их я приведу в ад, говорит. Онон ки кори ношоям анҷом дода, ё ба хеш бадӣ карда бошанд, ба гуноҳони худ ба ёди Худо истиғфор кунанд.
که جز خدا بخشنده ایشان نیست و بد کرداری اسرار نورزند و چون میدانند که خداوندی دارند که бебакона ва бахшандатар аст. О те, которые совершили грехи по своему незнанию, не отчаивайтесь в милости Аллаха, ибо у вас есть такой Аллах, что Он прощающий. Он простит все ваши прегрешения. Дар рӯзи қиёмат танг канда чунон бар банда сангин бошад ки 70 бор оташи ҷаҳаннамро орзу кунад. Настолько будет тяжким тот день, что 70 раз на силу его огня ада. Настолько будет сложно жара в этот день, в день воскрешения. Бартари Абу Бакр бар шумо на аз бисёрии рӯза ва намоз аст, балки дар андешаҳое аст ки ӯ дар дили хеш дорад. нишони абиҳати Умар гуфтааст ки ба паямбар ки шайтон аз сояи Умар мегурезад. далели шарми Усмон гуфтанд ки пайғамбар оё шарм надорӣ аз касе ки малоикаи осмон аз ӯ шарм доранд? А в качестве сахабов говорит, что преимущество Абу Бакра над вами перед Аллахом не в том, что он много молится и много постится, а в том, что у него в сердце имеется. Ибо его Сиддик, Абу Бакр Сиддик, искренний. Многие тарикаты идет к Хазрату Абу Бакру разиллаху анху, потому что он имел, Бог дал ему эти откровения в сердце, и он был сиддиком, и он был искренним и знал о тайнах, о знаниях хакиката. О богобоязненности Умар разиллаху анху говорит, что настолько он боялся Бога, что шайтаны его тени боялись, джинны и шайтаны обходили стороной Умар разиллаху анху. Кто больше боится Бога, того будут бояться все его творения. Это хорошая формула. Отсюда выходит, кто больше боится Бога, того боятся все его творения. Примеры, может быть, Умар разиллаху анху. И о стыдливости Хазрата Усмана разиллаху анху говорит, что даже ангелы на небесах стесняются его. ҳар бало ки бар саратон бояд сохтаи дасти шумо аст ва бемориро низ ба шумо мебахшанд ва бисёриро бемориро низ ба шумо мебахшанд. Все несчастья, которые к вам приходят, от вас самих, говорится. И все радость, все счастье, которое вам приходит от меня, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Уммати ман уммати марвариди алоқаманданд, азоби эшон ба дасти худашон ниҳода шудааст, ба монанди куштору зилзилаву харҷу марҷ. Умму пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, их наказание отдали на их собственных руках находится. Поэтому все плохое, что творится с верующими, с мусульманами, это дело их ошибок, их недостаток, непониманий.
ибо Аллах не желает плохого верующим. Они сами, все, что с ними происходит, виновны они сами. و ما کیفر خواهیم دید و رسول گفت که تو و مؤمنان و کیفر را در این جهان خواهید دید تا خداوند را بیگناه و مقلد کنید، ولی دیگران کیفرها بر ایشان انباشته شود تا روز رستخیز کیفر بینند. Многим верующим, говорит Аллах Субхану, я и в этом мире испытание создам, в этом мире им я воздам за их грехи, чтобы они откупились здесь, в этом мире, и чтобы они умерли уже чистыми. Поэтому многих людей Аллах Субхану, кого захочет, Он накажет его, испытание создает в этом мире, чтобы он очистился. А тех, которые он не захочет, не захотел, эти люди будут получать наказание свое в мире вечном. Счастливы те, которые в этом мире очистились, искупили свои грехи. Муъмину муъмина пай дар пай ранж мекашад, то покиза ва бегуноҳ шаванд. Верующие мужчины и женщины испытывают страдания, переживания, чтобы очиститься и покинуть этот мир без грехов, очистившись от своих грехов. Худованд бо бандагонаш меҳрубон аст. Аллах субҳанаҳу ва таъоло со своими рабами милостив. Муъмин барои ҳар ранҷ подоше гирад, ҳатто барои як хоре ки бар ӯ бихалад. Верующий человек за каждое свое страдание получит награду. Даже, говорит, за каждую колючку, которая попадет под его ногу. мо шуморо меомӯзем бо тарс ва гуруснагӣ ва аз даст додани амвол ва касон ва маъмулон ба касоне ки ҳангоми омадан мусибат шикебоӣ кунанд ва бигӯянд ки инна аллоҳу ва илайҳи инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун. И мы вас, говорит Аллах, испытываем из этого мира от страха, от голода, от искушения богатством, потери от близких, потеря имущества, болезни и так далее, чтобы испытать вас. И во время этого, когда вам придет какие-нибудь трудности, говорите «Инна лиллахи ва инна иляйхи раджиун». Мы от Аллаха, и к Нему наше возвращение, и это облегчит вас. Гуфтааст ки тарс аз душман дар гуснагӣ, қаҳтӣ ва нақси амвол, зулми султон ва сарқати зиёни мол бошад ва анфуси марги бародарон, дӯстон. И здесь перечисляется, что мы, люди, будем испытываны потери близких, друзей, банкротством имущества, болезнями и так далее. Аммо ту Абу Бакр у муъминон кайфари гуноҳи худро дар ин ҷаҳон хоҳед гирифт, то он гоҳ ба бегуноҳ ба Худо рӯбарӯ шавед. И обращается пророк Мухаммад саллаллаху алейхи к Абу Бакру, говорит: ты и верующий получите свое, очиститесь от своих грехов, испытание от Бога в этом мире, чтобы когда вы уже покинете этот мир,
вы чистыми предстанете перед Богом. از امت من 70,000 به حساب کشی و عذاب نادیده بدانجا رسند و ایشان کی باشند گفت نه برده گیرنده و نه برده شونده بر خدا توکل دارند. Из моей уммы 70 тысяч человек без страдания, без мучения войдут в рай. Это те, которые полагались на Бога, потому что были богобоязненные. И Абу Бакра, и Умар, анху, пророк Мухаммад говорит, что они входят в число этих 70 тысяч. Иман гуфтор ба забон асту, андеша ба дилу, кор ба андам. Свидетельством имана являются три вещи. Первое – это произнесение на языке. Второе – размышление в сердце, принятие сердцем. И третье – исполнение органами человека. ایمان 70 باب دارد و بالاترین همه گواهی دادن است به لا اله الا الله و پایانتر همه دور کردن رنج از سر راه مردم است. ایمان имеет свыше 70 ступеней. Самый высокий является это свидетельство сердцем, что нет Бога кроме Аллаха, и самое маленькое свидетельство имана – это когда устранить какое-нибудь препятствие на пути дороги, где следуют верующие люди. کردارش و گفتارش را تصدیق کرده باشد. Иман – это когда иман, тогда можно определить человека, когда поведение человека свидетельствует, подтверждают присутствие или отсутствие имана. Если в действиях человек соответствует тому, что говорит, то тогда можно сказать, что у человека есть иман. Гумон Иблис дар ҳаққи онон дуруст буд. Подтверждение Иблиса насчет людей, которые были неискренни, было правильным. Дилҳо ба дасти Худо аст, ҳар гуна бихоҳад онҳоро мегардонад. Сердца людей находятся в руках Аллаха. Куда Он захочет, туда их поворачивает. Если Он захочет, то в сторону веры повернет их. Если захочет, в сторону неверия поворачивает. Запечатай сердце. Суммун буквун умун фахм ла яқилун. Не слышит, не видит, не способен размышлять и будет болтаться по жизни. Поэтому наши сердца в руках Аллаха. И только Он единственный решает, только Он знает, почему кого-то вести прямым путем, кого-то оставить в пути заблуждения. ای گرداننده دلها دل را مرا با پیروی خودت پایدار دار. ای المقلب القلوبهم, о тот, который поворачивает сердца, поверни мое сердце, говорит пророк Мухаммад салам, в сторону себя. قلم از سه چیز برداشته شده است: از کودک تا به محتلم شدن و از دیوانه تا راست شدن و از خواب تا بیدار شدن. То есть, кому не пишутся грехи, кому не пишутся калам ангелами, это те ребенка,
который пока не достиг зрелого возраста. Поэтому грехи детей считать не будут, потому что они не созревшие еще творения, ни разумом, ни сердцем, ни вера, ничего не созрело. Поэтому детей до их созревшего возраста не будут пить, до более состояния, более созревания. Не буду считать. Второе. Сумасшедшего, больного сумасшедшего человека или сумасшедшего, пока он не станет здоровым психически, его грехи считать тоже не будут. Поэтому, если сумасшедший будет кричать, орать, ругать, это его считать не будут ангелы. И третий, того человека, который спит. Если во сне что-то человек делает, его тоже не будет. Говорит и так далее, будет, пока он не проснется. گفتند که ایمان ظاهر و باطین دارد. ایمان باطین یک است و که بدیل می باشد و ایمان ظاهر در چیزهایی که گوناگون است. Иман имеет внешнюю сторону и внутреннюю сторону. Внешняя сторона – это совершение человеком поступков определенных, свидетельств об его имане. А внутренняя сторона – это сердце этого человека. چون سهم دل از ایمان فراگیر است، پس باید سهم آن هم ظاهر نیز هم فراگیر باشد. و فراگیر ظاهر انجام فراگیر است که همه را фарагир гирад. Все, что внутри человека, проявится во внешности. Все содержимое, что в сердце человек тает, он его проявит во внешности. Если человек во внешности делает плохие дела, у него имана нет. У кого есть иман, он и внутри, и внешне прямой. گفتند که ایمان کم و زیادی دارد. А те же говорят, что иман имеет уменьшение, способность уменьшения и способность к увеличиванию. Да, иман может уменьшиться у человека, если он будет смотреть куфр, если он смешается с кафирами и будет слушать куфр плохое, и не будет чистоты своей души заботиться, не будет искренне поклоняться, не будет соблюдать шариат, у него растает этот иман, исчезнет, все присутствие сердца исчезнет в него. А если человек постоянно чистит свое сердце из Корана, из зикр делает, хадисы пророка Мухаммада саллаллаху читает, книги Авлия читает, зикр делает с присутствием сердца, у этого человека в Коране написано, когда они, мои рабы, слушают Коран или читают, у них иман увеличивается. И поэтому в Коране говорит пророк Мухаммад саллаллаху, что обновляй свой иман утром и вечером. Утром и вечером время чтения Корана. И в это время иман увеличиваться будет у человека. И поэтому каждый человек может уменьшить иман себе и может увеличить. گفتار با زبان و کردار با اندام و پذیرش با دل. Говорит на языке, совершать органами и признать в сердце. Вот 3 момента есть. Иншаллах, книга завтра продолжается. Будет время, продолжим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.